Здравствуйте, на телеканале «Новый век». Программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, как на Казанке средь бела дня погиб рыбак. Вызвали водолазную группу через оперативного дежурного. И уже с водолазами в 11:40 труп человека достали. Толщина льда там составляла 3 сантиметра. Покажем водителя, заблокировавшего движение трамваев. 1:12. И что он рассказал по поводу своего опьянения. А также в одном и том же месте в одно и то же время. Вот мы едем по этой полосе, удар пришел как-то слева, и мы ушли вон туда. Массовая авария на проспекте Победы. Это и не только прямо сейчас. Ушел под лед на глазах очевидцев. Сегодня недалеко от Кировской дамбы на реке Казанка в 150 метрах от храма-памятника утонул пожилой мужчина. Там, где он ушел под воду, толщина льда составляла всего 3 сантиметра. С места трагедии. Репортаж Нафисы Минязовой. Поступил сигнал от оперативного дежурного, что в районе памятника, в районе Кировской дамбы, провалился человек под лед. Спасатели прибыли на место буквально через 4 минуты. Очевидец им показал точное место, где человек провалился под лед. Метрах в 150 от берега, недалеко от храма памятника павшим воинам, спасатели обнаружили промоину в 2 квадратных метра. Рядом лежали ящик и сапоги рыбака. За мной сейчас находится особо опасный участок акватории со множественными промоинами. Как рассказали спасатели, пожилой мужчина шел со стороны речного техникума. Прошел буквально 150 метров, и уже под ним толщина льда составляла около 3 сантиметров, где он ушел под лед. Мужчина пошел по льду своим путем, минуя тропы, по которым шли остальные любители подледного лова, а при этом проигнорировал запрещающие аншлаги, которые установлены вдоль берега. Вызвали водолазную группу через оперативного дежурного. И уже с водолазами в 11:40 труп человека достали и доставили на берег, передали сотрудникам полиции. Тело обнаружили на глубине 6 метров в 200 метрах от берега. Личность погибшего сейчас устанавливают полицейские. На вид ему больше 60 лет. Уже в этом году у нас 4 погибших в результате провала льда и 9 спасенных. Из них 3 человека мы спасли с оторвавшихся льдин. Но страшная статистика и реальная опасность провалиться в ледяную воду не пугает любителей зимней рыбалки. Хобби для них важнее. До наступления морозов, до установления толстого льда, необходимой толщины льда, выход на лед приостановить. Я сразу предупреждаю, что мы проводим каждый день рейды. Рейды проводим совместно с сотрудниками полиции. В этом году на рыбаков составили 68 протоколов за выход на тонкий лед. Штраф за это предусмотрен в размере от 1500 до 2000 рублей. Инспекторы надеются, что вероятность лишиться денег может остановить людей от выхода на тонкий лед. Нафиса Минязовна, Илья Абдулин, Вызов 112. А в Алексеевском районе на Каме точно так же погиб 62-летний мужчина. Житель села Речной накануне утром ушел на рыбалку и больше на связь с родственниками не выходил. Со слов соседа, мужчина звал его с собой на лед, но он отказался идти на опасный участок реки, побоялся провалиться. Поэтому остался рыбачить около берега. А пропавший прошел еще около 1,5 километров, где намеревался остановиться порыбачить. Спасатели в указанном месте обнаружили полынью, а рядом личные вещи и паспорт пропавшего. Спустя несколько часов его тело водолазы подняли с 10-метровой глубины. Толщина льда там составляла 5 сантиметров. Тело 55-летнего мужчины обнаружили у одного из домов на улице Халева. Следователи выяснили, что потерпевший выпивал со своими знакомыми. В какой-то момент он сказал хозяину квартиры, что тот ведет неправильный образ жизни. Последний ранее был неоднократно судим и долго думать не стал. Начал бить своего гостя руками и ногами. Позже к нему присоединились еще 2 гостей. После того, как мужчина перестал подавать признаки жизни, его вынесли на улицу и выбросили на снег. По подозрению в совершении данного преступления было задержано 3 мужчин 74, 79 и 88 года рождения. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». 34-летний электромонтер погиб на рабочем месте. Трагедия произошла у села Слобода Екатериновская в Новошишминском районе. Когда мужчина демонтировал линию электропередач, на него упал опорный столб. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Также проводятся другие необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Крупная авария произошла в вечерний час пик. На пересечении улиц Максимова и Лукина столкнулись два Рено Дастер и Символ. Последний автомобиль после столкновения по инерции отбросило на Kia Cerato. Восстанавливать французскую иномарку после такого мощного удара, скорее всего, уже не имеет смысла. Как все произошло, разбирался Ленар Гинатуллин. Глядя на разбитые машины, у многих прохожих возникали вопросы по поводу состояния участников аварии. Впрочем, водители отделались лишь сильным испугом. А вот их автомобили уже были не на ходу. У Renault Duster повреждена вся передняя часть. Второй машине повезло еще меньше. От удара у Renault Symbol не только смяло всю правую сторону, но и погнуло крышу. 90 Symbol поворачивал налево, Duster ехал прямо. Я стоял, Symbol меня зацепило тоже. Перевернулся, что ли, автомобилем тот, или как это? У него там крыша вся помята. Нет, это боковой удар просто. Боковой удар, и у него крыша, получается, сняла, С да? одной стороны Дастером, с другой стороны столб заборный. Также в аварии участвовала и третья машина. Водитель Kia Cerato стоял на краю проезжей части, после чего в его машину влетела неуправляемая Renault Symbol. То, что столкновение спровоцировал водитель французской иномарки, ни у кого сомнений не вызвало. Он вину признал, нет? В принципе, вроде как, да. Ну, то есть он не объяснял, почему так не признал? Он не увидел, что... Возможно, восстанавливать искореженный автомобиль уже не имеет смысла. Ленар Гинатуллин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Нетрезвый водитель Opel Astra заблокировал движение трамваев на проспекте Победы. Мужчина за рулем иномарки на высокой скорости не справился с управлением и вылетел с дороги. Объяснить, как так произошло, он не мог. Видимо, сам этого не понял. Однако Алия Харудинова разобралась, зачем мужчина резко вывернул руль в сторону трамвайных путей. Повезло, никого в этот момент на дороге не было. Он просто меня увидел и ушел туда. Водитель «Лады» стал невольным свидетелем произошедшего. Рассказал, что стоял в правом ряду и пытался поменять пробитое колесо. При этом, уверяет, выставил знак аварийной остановки и включил световые приборы. Судя по всему, стоящую машину водитель «Опеля Астра» заметил в самый последний момент, а потом, вывернув руль, потерял управление и вылетел с дороги. Как оказалось, не последнюю роль в этой аварии сыграло состояние мужчины, сидящего за рулем иномарки. Вы сегодня не употребляли алкоголь? Вот после аварии употребляли. А зачем, так же нельзя делать? Я не знаю. Ну, то есть до аварии не употребляли, да, алкоголь? А как авария произошла? Я сам не знаю. То есть алкоголь вы не пили, как произошло, не знаете, да? Да. Выпил мужчина до аварии или сразу же после, инспекторов не волновало. От ответственности это не спасает. Водителю предложили пройти экспресс-тест на алкоголь. Хоть и с третьего раза, но его мужчина все же прошел. Результат был предсказуем. 1:12. Вероятнее всего, мужчина лишится водительских прав на ближайшие годы, а также заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей. Ударит по его кошельку и простой трамваев. Недополученную прибыль придется компенсировать. Машина на длительное время заблокировала проезд электротранспорта. Чтобы вызволить ее обратно на дорогу, пришлось задействовать более тяжелую технику. Алия Хайрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Массовая авария с разницей в несколько десятков минут произошла на проспекте Победы рядом с перекрестком на улице Зорге. Там поздним вечером столкнулись 7 машин. Большинство участников аварии даже не понимали, как все произошло. Автоинспекторам, приехавшим на оформление, пришлось также поломать голову над хронологией событий. Ее попытался восстановить и Рамиль Шайдуллин. Вот мы едем по этой полосе, удар пришел как-то слева, и мы ушли вон туда. Ладно, по-другому сделать. Прибывшие на место инспекторы еще долго восстанавливали всю хронологию событий. В радиусе 20 метров в аварию попали 7 автомобилей, причем в разное время. По одной из версий первыми столкнулись 2 «Лады Приора», одна из которых после удара отлетела в столб. С этого момента на этом участке дороги начался настоящий хаос. Сначала, вроде, я так понял, врезались эти 2 «Приоры». Потом в них врезалась 14-я. Потом 14-ю врезался я и 14-ю. Ну и да уж не знаю. Также в аварии пострадала и Мазда. Водитель Шкода объяснил, что на месте столкновения машин отсутствовали аварийные знаки, а потому он не сразу заметил препятствие на дороге. Исправляя эту ошибку, он сразу же после аварии выставил знак. Но и это не помогло избежать следующих столкновений. А эти уже минут через 10, наверное, через 15. А, уже у вас врезались? Ну, они меня зацепили, они не в меня врезались, они вон с той столкнулись. Затем «Опель» протаранил «Форд». В итоге всего на этом участке столкнулись 7 машин. Люди не пострадали. Точное количество виновников аварии и материальный ущерб еще только предстоит установить. Рамиль Шайдуллин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.